чем пришла? Послушайте, пожалуйста. Могу сначала рассказать о себе, если можно. Вспоминая детство, юность, что помнится мне из далекого детства, что хочется мне рассказать, что годы те были не сладкое детство, суровые их можно назвать. 3 девочки у матери мы были, и 2 окна в том доме, где жила. Через дорогу лес, там сосны и ели, и я отца с войны домой ждала. Отец любил последнюю дочурку, из фронта слал открытки для меня, а я ему ручонку обводила на треугольных письмах от себя. Соседками и старушками ходила за 10 километров в то село, где церковь белокаменно стояла, и я молилась на коленях за него. Был отец в немецком окружении, и с болезнями он в госпиталь попал. Дан был отпуск, но этого не помню, как целовал меня, как качал, но помню, как траву мы собирали, и из нее потом пекли мы хлеб, картошку за конфетку принимали, и той досыта не могли мы есть. Был жаркий летний день в том 45-м. Поверьте, с матерью пилила я дрова, и сели на крыльцо читать письмо от папы, и он писал, что кончилась война. Не знала я отца, но я любила, он был врага фашиста за меня, и потому я маме говорила, он будет нам пилить одни дрова. Я помню день, когда отец вернулся. Я помню день, я помню навсегда. В заботу о семье он окунулся. Пришлось готовить не одни дрова. Он утром рано нес меня к соседям по сугробам стужи января, чтоб Рождество Христово прославляло и поздравления всем с любовью говоря. И вот настало время идти в школу, и 7 ступенек, 7 годков прошла. Я всех учителей своих любила, и помню, не забыла имена. Учитель-врач, вот были ориентиры, а мать сказала, их можно совмещать. И для начала я в 17 фельдшер, и диплом с отличием, вот так. И все советы матери сбылись. Я полюбила медицину навсегда. И первых 20 лет я врач, учитель, а в дальнейшем я учитель, врач, а сейчас учитель-пенсионер, и, наверное, буду скоро только пенсионером. Браво! Наши крылья. Хочу легенду рассказать, как создавал Бог птичек. Ее неплохо всем нам знать, не создавать плохих привычек. Красивых тварей Бог создал, их перья украшали, а голос Бог такой им дал, эфир пестрелью заливали. Наскучила со временем земля, и голубое небо их манило, чтоб быть поближе ко Творцу, и лишь одна мечта парила. Господь Творец их услыхал и говорит, даю вам ношу, а птички думают, не брошу, хотя их страх одолевал. Птички ношу не бросали, хоть тяжела, а прижимали, и тяжесть прежняя прошла, она к их телу приросла. Та ноша в крылья превратилась, в способность новую улетать, и крылья эти расправлять, и Бога пением прославлять. Безропотно несите свою ношу, нет, не нужно уклоняться нам от ноши, которую дает нам Бог нести. Она всегда добро, спасение наше, и духу крепнуть, и душе цвести. Безропотно несите свою ношу, а дело надо честно выполнять. Господь увидит, обязательно утешит, и пошлет для вас Он благодать. Жизнь порой жестоко с нами поступает, и близко, и далеко смерть всегда бывает. Никто из нас не знает, когда придет то время, когда душа навечно куда-то улетает. Господь один разумно с нами поступает, хранит в секрете вечно и в вечность отправляет. Мы быть должны готовы к тому полету каждый. Снимите страх оковы, не умирать нам дважды. Как мы считаем смерть, то наше заблуждение. Та смерть не смерть,
а новое рождение. Как у здоровой матери младенец нарождается, так смерть подобно родам, душа освобождается. Все на земле мы гости, гостями пребываем, уходим в землю кости, душой же улетаем. Где быть душе, не знаем, в аду, быть может, в рае, а Божье здесь живите, как Господу взлетите. Спасибо.